Доброе утро, любимый Якутск, и доброе утро, любимая республика. Я рада вновь приветствовать всех, кто сейчас находится у экрана телевизоров и смотрит телеканал Якутия-24 и НВК Саха. Вместе с вами Дарья Анкехова и утренняя программа «Утро Якутии». Давайте же узнаем поскорее, что же ждет сегодня нас в течение всего эфира. Сегодня мы поговорим об ученых, которые рассекретили название происхождения штаммов коронавируса. Теперь это уже ни для кого не секрет. Тему медицины мы продолжим в нашей постоянной рубрике «Мой доктор», где очаровательная Татьяна Кехтер расскажет нам о значимости витамина D именно для жителей северных регионов. В рубрике «Полезные советы» мы узнаем, как можно очистить микроволновую печь от остатков еды. А в нашей еще одной рубрике «История вещей» мы расскажем о фарфоровой статуэтке 50-х годов. Возможно, у кого-то есть именно такая, которая сегодня стала ценной для многих коллекционеров. Ну а в рубрике «Столетие Якутской АССР» нам расскажут о выдающихся подвигах якутян в период Великой Отечественной войны. Во второй части нашего выпуска нас ждет интересный гость из Института биологии. И мы с вами поговорим о таком интересном факте, как моделирование ареалов млекопитающих животных. Что же это такое? Для чего это делается? Ну и, конечно, каков будет конечный результат, узнаем сегодня. Обязательно оставайтесь с нами в течение ближайшего часа. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, а также отправляйте свои новости, возможно, вопросы, возможно, предложения на тот самый номер, который вы видите прямо сейчас на экране, либо можете писать на наш телеграм-канал 24/7. Ну а сейчас я попрошу всех налить чашечку горячего чая и сесть поудобнее и послушать наш рассказ о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 36 градусов. В Заречной группе 31-41 градус ниже 0. В южных районах до минус 30. В Вилюйской группе 28-32 ниже 0, в Нижнеленских 34 градуса мороза. В западных 31, в Колыман-Дигирской до минус 37. В Янских районах 42-31 градус, на северо-западе до минус 41. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 30 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой снег, ветер переменный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 28. Давайте же узнаем, а чем знаменателен этот день в истории, и переходим к нашей постоянной рубрике «Даты и события». На календаре 23 ноября. Сегодня отмечают Международный день акварели. По народному календарю Родион и Эраст, Родион – ледолом. В этот день особые приметы связывали с появлением детей. Если на Эраста светило солнце, то про ребенка, родившегося в этот день, говорили, что у него в жизни все будет хорошо, и удача, и сила, и ум. К этому времени на реках устанавливался лед, но он был еще не прочным и мог сломаться под ногами или полозьями саней, поэтому святого Родиона называли ледоломом. Этот день в истории. В 1763 году в этот день Екатерина II учредила в России медицинскую коллегию. В 1831 году в Санкт-Петербурге открылся Румянцевский музей, первый в России частный публичный музей. В 1869 году, 23 ноября, в Шотландии спущен на воду легендарный клипер Кати Сарк, единственный классический чайный клипер, сохранившийся до наших дней. В 1917 году декретом Совнаркома в этот день упразднены сословия и гражданские чины дореволюционной России. В 1923 году Якоб Шик запатентовал первую электробритву. В 1985 году в результате теракта в этот день был взорван Боинг 737 египетской авиакомпании. Из 98 пассажиров выжили 37. В этот день родились
Франклин Пирс, 14-й президент США, один из самых критикуемых американских президентов. Анатолий Луначарский, русский советский писатель, искусствовед, нарком просвещения. Николай Носов, советский детский писатель, автор трилогии о Незнайке, сценарист. Владислав Волков, советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. Именины сегодня у Александра, Алексея, Анны, Бориса, Георгия, Дениса, Ираста, Ефрема, Ивана, Константина, Михаила, Николая, Ольги, Ореста, Петра, Прокопия, Родиона, Серафима и Терентия. Сегодня среда, 23 ноября, и традиционно в этот день к нам приходят специалисты из многофункционального центра «Мои документы». В этот раз мы поговорим на такую интересную тему, как дачная амнистия. И в гостях у нас Илья Халбаев, он является юрисконсультом центра «Мои документы». Илья Игоревич, доброе утро. Доброе утро. Что же такое дачная амнистия? Дачная амнистия – это обиходное название вступившего в силу в сентябре 2006 года федерального закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества. Но сразу вопрос, а какие объекты недвижимости попадают все-таки под ту самую амнистию? В первую очередь это земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, также огородничество, садоводство, индивидуального гаражного или жилищного строительства, которые были выданы гражданам до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации и не прошли государственную регистрацию. То есть обязательный момент, не прошли государственную регистрацию? Да, Земельный кодекс вступил в силу 30 октября 2001 года, и все участки, которые были выданы до вот этой даты, должны пройти государственную регистрацию в соответствии с новым законодательством. А если человек не проходит? Участок считается незарегистрированным. Его могут изъять, правильно, обратно? Нет. В пользу государства или нет? Все равно он за ним закреплен. Если у человека есть акт о предоставлении ему земельный участок никто не заберет, но он считается незарегистрированным. Штрафные санкции будут, да, какие-то? Нет, санкций никаких нет. Просто в едином государственном реестре недвижимости не имеется записи о праве собственности этого гражданина. Ну, то есть это обязательная процедура, которую нужно просто оформить, сделать, да, и забыть об этом, да? То есть никаких штрафов не будет, лишать участка тоже никто не будет, но обязательная процедура должна быть пройдена, да? Все верно говорите. Угу. Куда гражданину необходимо обратиться, если он хочет зарегистрировать право на земельный участок в упрощенном порядке? Для того, чтобы зарегистрировать любое право, не только в упрощенном порядке, необходимо направить соответствующее заявление в управление Росреестра. Для этого нужно обратиться в любой офис центра «Мои документы». То есть очень все просто, да? Ну да. И, конечно же, самый главный вопрос, какой пакет документов должен принести с собой человек? При себе обязательно нужно будет иметь документ, удостоверяющий личность, и акт органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка гражданину. В случае, если такой документ у гражданина отсутствует, он может предоставить выписку из по хозяйственной книги, которую он может получить в органе местного самоуправления. А на сегодняшний день сколько составляет размер госпошлины? Размер государственной пошлины по дачной амнистии составляет 350 рублей. Оплатить госпошлину можно непосредственно при подаче документов в окне приема. А каков вообще срок дачной амнистии? Срок дачной амнистии установлен в России с 1 сентября 2006 года действует, несколько раз продлевался и в настоящее время установлен до 1 марта 2031 года. А как показывает практика, люди вот приходят, да, вот именно по этой, да, теме, и получается у вас, ну, отслеживать, насколько это полезно, и пользуются люди вот такой возможностью? Да, конечно, пользуются. Это обязательная процедура, которую должен пройти каждый. Каждый. А что будет, если не оформить право собственности до окончания действия дачной амнистии? Вот вы говорите, она продлевалась, но не факт же, что она продлится еще раз, правильно? Да, все верно. В случае, если гражданин не успел оформить право собственности до 1 марта 2031 года в упрощенном порядке, то он сможет подтвердить свои права только в судебном порядке. Только в судебном порядке, да? Хорошо. На сегодняшний день, да, вот Центр «Мои документы» работает, да, активно, мы знаем это. Каждую среду вы приходите, мы обсуждаем тему, да. Ну, а вот дачная амнистия, насколько она вот сегодня вообще актуальна? Вот вы же имеете опыт, да, говорите, раньше ее не было, сейчас она есть, да. Все-таки это в пользу. С какой вообще целью она была? С 2006 года
как появилась дачная амнистия, с тех пор актуальна по сей день. Очень часто ей пользуются, узнают, приходят, подают документы. А еще с какими основными вопросами обращаются к вам, как юрисконсульту, вообще горожане? Ну, самые такие популярные вопросы, возможно, которые сейчас могут заинтересовать и наших зрителей. Популярных вопросов нет. Мгм. У нас большой спектр юридических услуг. Вопросы разные, работы много, достаточно. Какой вопрос был еще раз, извините? Я говорю, самые популярные проблемы, вопросы, с которыми обращаются к вам жители города. Ну, самый популярный будет, скорее всего, это составление соглашения о распределении долей при распоряжении средствами материнского капитала семейного. То есть все-таки по мат-капиталу приходят все чаще Да. и чаще, да? Наверное, мамочки, да, переживают очень сильно, да, и сейчас еще и возможности. Все-таки возвращаясь про наши земельные участки, да, если все-таки собственник земельного участка умер и не успел воспользоваться дачной амнистией, в этом случае что происходит? Это зависит от акта, который предоставляли умершему гражданину. Если там и у него свидетельство о праве на бессрочное пользование, то такой участок перейдет в порядке наследования. Мгм. А если же и такого нет документа, такое тоже бывает, наверное, да? И если выдали документы, он утерян, то можно будет в судебном порядке оспорить это тоже. То есть безвыходных ситуаций не бывает, правильно? Нет, На это есть специалисты, да, Центра «Мои документы», правильно? Вы поможете. так точно. То есть вы составляете полностью, да, все заявления, сопровождаете людей в судебных, да, участках, правильно? Да, но мы предоставляем услуги только отдельным категориям граждан. Каким? Это инвалидам первой, второй, третьей группы, малоимущим семьям, ветеранам войны и семьям мобилизованных. Мгм. То есть этих людей вы курируете прямо от начала подачи заявления до результата конечного, правильно? Если это требуется, то да. Мгм. А в какой срок примерно? Ну вот вообще в среднем. А вот эта услуга оформляется, дачная амнистия. Ну то есть вот вы пришли, сдали документы, и уже когда результат получен? 9 рабочих дней, срок государственной регистрации. 9 рабочих дней. Да. Ну, спасибо большое, Илья Игоревич, что посетили наш эфир сегодня, да. Я надеюсь, эта полезная информация, да, будет очень актуальна для многих людей, кто, возможно, еще не оформил, да, тот самый земельный участок. Поторопитесь, на это есть время. Ну и, конечно, если вдруг вы сомневаетесь или, возможно, не владеете информацией, посетите, пожалуйста, Центр «Мои документы», и вам там обязательно помогут. А мы желаем вам доброго утра, хорошего дня и, конечно, плодотворных таких рабочих будней. Ну а на этом мы, дорогие наши телезрители, прервемся на короткую паузу. А тем временем я предлагаю вам обязательно подписаться на наш телеграм-канал, либо отправить свои поздравления и приветы на наш номер. Мы позже вернемся вновь в прямой эфир. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Более 30 вопросов рассмотрели депутаты Госсобрания Илтумен на 40-й сессии. Отмечу, в 2020 году после внесения поправок в Конституцию России был принят федеральный закон о единой системе публичной власти, и в соответствии с ним внесены изменения в Конституцию Якутии. Например, в пункте 5 статьи 72 статьи Конституции Республики уточнено полномочия главы региона о подписании и обнародовании законов республики. Так, установлено, что принятый закон будет подписываться главой региона без издания указа. Уточнена норма, касающаяся сроков обнародования, подписания законов республики. Это связано с принятием закона о языках, поскольку начиная с 1 января 2023 года все проекты законов они должны вноситься одновременно на 2 государственных языках и также обнародоваться на 2 государственных языках Республики Саха-Якутия.
Финансирование программы по сохранению и развитию языков в Якутии увеличит в следующем году почти в 2 раза, с 56 до 100 миллионов рублей. Такое поручение дал глава региона Айсен Николаев. Накануне рабочую встречу в режиме ВКС посвятили 30-летию со дня принятия закона о языках республики. Чтобы и дальше успешно сохранять и развивать родную речь, правительство региона намерено проработать вопросы подготовки педагогических кадров, а также разработать программы и учебники нового поколения. Еще одна задача – сформировать уникальный этнокультурный контент, используя площадки телевидения, печатной продукции и киноиндустрии. Сегодня можем с полным правом говорить о том, что языковая политика в нашей республике реализуется последовательно и системно. Мы сохраняем языки народов Якутии живыми в быту, в общении, в литературе, в искусстве, в медиапространстве. Мы по праву отмечаем востребованность государственных и официальных языков нашей республики. В республике обеспечиваются в целом права детей на обучение на родных языках. Есть высокое качество изучения русского языка, общего для всех якутян. У нас ежегодно 8, 7, 10 детей, 100-бальники по русскому языку. Причем большая часть их – это сельские школы нашей республики. Теперь якутяне смогут посетить интерактивный музей государственных и официальных языков республики. Презентацию провели в Национальной библиотеке в рамках 2-го съезда учителей якутского языка. Виртуальный гуманитарный музей – это большой проект, открывающий доступ к информации о государственном и официальном языках. На сегодняшний день собрано более 400 мультимедиа-материалов, в том числе 70 видеороликов, 50 аудиозаписей, а также множество фотографий и статей. Также есть нормативно-правовые акты о языках и свежие новости. В этом портале собрана информация о государственных и официальных языках Республики Саха-Якутия. В частности, пользователь сайта может ознакомиться с нормативно-правовыми актами, которые касаются развития и сохранения языков, а также на сайте представлены актуальное состояние, информация об актуальном состоянии языков, а также учебные материалы, по которым можно изучить языки народов Республики Саха-Якутия. Мы благодарим наших коллег за самые свежие и актуальные новости. Ну и движемся далее. А далее хотелось бы поговорить на тему помощи нашим мобилизованным гражданам Российской Федерации. Конечно, сегодня почти в каждом регионе неравнодушные люди помогают, чем могут. Так, студенты и педагоги индустриально-промышленного колледжа Безбербаши шьют дождевики для мобилизованных россиян. Молодые ребята присоединились к российской акции «Шьем для наших». Идея помогать мобилизованным родилась не случайно. Сотрудники колледжа решили принять участие во всероссийской акции «Шьем для наших». Мы в данный момент шьем дождевики, плащи для наших военных, чтобы их уберечь от дождя, от непогоды, которые там сейчас в данное время, осенний период, все-таки холода пошли. И мы стараемся им помочь по возможности. Любую одежду будем шить, если понадобится. Сами студенты очень рады принять участие в такой акции. По словам одной из учащихся, Магомедовой Саидат, поначалу дело давалось сложно, но спустя время швеи набили руку. Работаем по сменам. В свою смену я шью 2 дождевика, 2 плаща. После того, как закончу свою смену, на мое место приходят другие люди, также шьют 2 дождевика в день. Колледж шьет одежду при поддержке Министерства промышленности Дагестана, а крой для будущих дождевиков получает от фабрики горняка. По словам директора индустриально-промышленного колледжа Гаджиалиевой Раисат, студенты не в первый раз принимают участие во всероссийских акциях. Во время пандемии ковида у нас в колледже на базе нашего швейного цеха, мастера производственного обучения, наши студенты, весь коллектив, мы шили маски по 1000 штук в день, по 800 тысяч штук в день мы шили маски по поручению Министерства промышленности. Студенты и педагоги колледжа не готовы останавливаться на одних дождевиках. В будущем учебно-производственная база поваров-кондитеров планирует изготавливать полуфабрикаты для мобилизованных. Дождевиков, я думаю, дальше какие будут эти задания, какое дальше нам будет дано, толстовки мы будем готовы дальше отшивать.
В планах колледжа вообще у нас имеется мастерская по стандартам WorldSkills, поварское дело. И мы планируем с мастерами производственного обучения, поварами и студенты поварского дела, поварского кондитерского дела, планируем еще готовить, значит, полуфабрикаты для мобилизованных военнослужащих, участвующих в спецоперации, чтобы для дальнейшей их отправки. А пока то, что производится здесь, это делается с любовью. Вещи, которые были сшиты для них, согреют их в самые трудные времена. Замечательный пример для многих. И в нашей республике, кстати, очень много организаций последовало примеру друг друга. И сегодня, конечно, продолжают шить различные вещи. Это и толстовки, и брюки, и косметички. Мы знаем, что даже пожилые в возрасте люди организовали небольшой кружок и сделали харысхалы собственными руками, которые передали нашим военным. И, конечно же, это не может не радовать. И мы до сих пор, конечно, призываем всех присоединиться, пускай хоть вот так немного помочь нашим ребятам, которые сегодня находятся вот там, где, конечно, не самые лучшие времена, но мы продолжаем верить в то, что вот та самая любовь и, конечно, вот именно коллективный дух, он всегда рядом с нашими ребятами. Ну а тем временем переходим к еще одной такой немаловажной теме, это коронавирус. Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с лентой.ру раскрыл историю появления необычных названий вариантов омикрона, таких как, мы знаем все, кентавр был, цербер, гриппон и многие другие. Поскольку для восприятия населением сложны строго научные номенклатурные названия, которые составляются специальным образом для различных вариантов омикрона, и комитет считает, что возбудители не настолько изменились, чтобы давать варианту следующую букву греческого алфавита. Также обнаружился некий канадский вирусолог, который взял на себя трудную миссию давать новые названия вариантам омикрона. Таким образом, у нас появились те самые кентавры, грифоны и так далее, поделился вирусолог. Продолжая тему здоровья, жителям северных широт, прежде всего горожанам нашей республики, зимой не хватает витамина D. Это приводит к хрупкости костей, обменным нарушениям и к другим заболеваниям. Конечно, зачастую мы не обращаем на это внимания, но как же восполнить недостаток солнечного витамина, мы узнаем из нашей следующей рубрики. Доброе утро! Солнечный витамин относится к группе жирорастворимых витаминов. По данным исследований, помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, рассеянный атеросклероз, заболевания такие как рак молочной железы, предстательной железы, помогает усваивать кальций, главный источник строительного материала зубов и костей. При его недостатке кости становятся ломкими. У детей приводит его недостаток к развитию рахиту, у взрослых – к остеопорозу. Также солнечный витамин помогает бороться с депрессией, улучшает настроение, благотворно влияет на кожу и волосы, ускоряет обмен веществ. Наиболее сильно в витамине D нуждаются беременные женщины, кормящие, а также дети до 12 лет и пожилые. Большое количество витамина D находится в жирной рыбе, печени трески, в сливочном масле, яйцах и грибах-лисичках. Дефицит витамина D можно определить только когда сдадите анализ на витамин D. Нормами считаются показатели от 30 до 100 нанограмм на миллилитр. Лечение и коррекцию витамина D у взрослых проводит врач общей практики либо терапевт. У детей занимается педиатр. Лечебные дозировки может отличаться от профилактических в 10 раз, поэтому недопустимо принимать витамин D без назначения врача, так как он может накопиться в тканях, так как является жирорастворимым витамином, и приводить к передозировке. Витамин D играет важную роль в роли организма, поэтому не ленитесь и сдайте уровень витамина D для себя и своих детей, чтобы лечащий врач определил лечебную дозировку и скорректировал дозу витамина D в организме. Будьте здоровы!
Ну а чтобы быть здоровым и не подхватить какой-нибудь страшный вирус, необходимо держать свою квартиру в чистоте. Ведь именно там мы проводим больше всего времени. Сейчас мы расскажем, какие же предметы в доме считаются самыми грязными. У каждой хозяйки свое понимание о чистоте. Для одних самое грязное место в доме – это прихожая, для других – ванна и туалет. В любом случае, каждое из этих мест должно подвергаться тщательной уборке и дезинфекции. Но есть и другие вещи в доме, которые таят в себе скрытую угрозу. Итак, поехали. Наш топ самых грязных предметов в доме. Раковина на кухне, губка и разделочные доски. Теплая вода и остатки пищи – это рассадник для бактерий. Грязь в водостоке и влажность являются питательной средой для микроорганизмов. Это самые комфортные условия их обитания и размножения. Здесь необходимо проводить тщательную уборку ежедневно, дезинфицировать раковину, подвергать обработке разделочные доски, особенно предназначенные для мяса и рыбы, раз в неделю менять губку для посуды. Второе. Ключи. Вещь, которую мы носим с собой постоянно. Роняем на пол в подъезде, берем грязными руками после автобуса и других проходимых мест. Носим в не очень чистых карманах и крайне редко подвергаем обработке. На ключах копятся бактерии, которые могут вызвать кишечные инфекции и расстройства. Подвергайте их обработке и дезинфицируйте антисептическими растворами. Это убьет микробы. Третье. Пульт от телевизора. Такая же история, как и с ключами, только на улицу мы с собой его не берем. На самом деле микробов на нем меньше, от этого не становится. Пульт – такая вещь, которую хватает липкими, жирными, грязными руками. Количество микроорганизмов на нем просто зашкаливает. Здесь с удобством расположились плесневые грибки и даже золотистый стафилококк. Ужас! Срочно подвергаем его санобработке. И это всего лишь краткий список из самых грязных предметов в доме. Его можно продолжать до бесконечности. Так что содержайте свою квартиру в чистоте, а вещи в порядке. Ну а я, как хозяйка, считаю, что еще одна вещь в доме является всегда грязной. Это та самая микроволновая печь. Действительно, мы ей пользуемся практически ежедневно. И как же очистить ее побыстрее да получше, узнаем из нашей постоянной рубрики. Отмыть микроволновку даже от застарелого жирного налета и устойчивых пятен поможет метод уксусной бани. Для этого смешайте в миске воду и 2 столовые ложки 9% уксуса. Если уксус 70%, вначале разбавьте его в правильном соотношении с водой. Ставим смесь в микроволновку, запускаем на максимальной мощности от 3 до 5 минут, в зависимости от степени загрязнения. Затем оставляем попариться еще на 5-10 минут. Протираем печь влажной тряпкой, чтобы удалить грязь и запах уксуса. Да, запах во время уборки будет чувствоваться, но это быстро выветрится как из комнаты, так и из камеры микроволновки, если открыть форточку или окно. Загрязнения после такой бани размокли, но все еще остались. Тогда можно включить печь еще на 10 минут, протереть камеру губкой, смоченной в том же уксусном растворе, присыпанной содой. Уксус поможет отмыть даже самую запущенную микроволновку эффективно и быстро. Единственное, что нужно учесть, если камера СВЧ покрыта эмалью, то такой способ не рекомендуется использовать слишком часто. Мы продолжаем наш утренний эфир и, конечно, желаем всем, кто только сейчас, возможно, проснулся, позитивного, доброго настроения. Просыпайтесь скорее, сделайте небольшую зарядку, выпейте чашечку кофе и в добрый путь. Сегодня среда, это середина рабочей недели. До выходных еще достаточно много времени, поэтому, мне кажется, нужно собрать все свои силы на то, чтобы эта неделя была для вас плодотворной. Жители Объединенных Арабских Эмиратов превратил свою виллу в музей. Сейчас мы увидим кадры той самой виллы. Китан Шах, у него есть в коллекции сотни игрушек, моделей, игр, а также 60 тысяч комиксов про фильм «Звездные войны». Сам Китан живет в доме с 5 спальнями. Его вилла расположена в тихом районе в Дубае. Любопытный и страстный коллекционер с 8 лет владеет сумасшедшим количеством комиксов.
Ведь у него их, как я сказала, уже 60 тысяч. А также у него есть 800 кепок и эмблемы с изображением «Звездных воинов», обертки от жевательных резинок, старые билеты на самолет и многое другое. По его подсчетам, он потратил на коллекцию около 500 тысяч долларов за несколько десятилетий. Если бы она когда-нибудь и была бы продана, то, конечно, она бы стоила миллионы долларов. Я коллекционирую вещи уже более 50 лет. Это началось как хобби, теперь это моя страсть, сказал 60-летний Шах. Он держал свою коллекцию строго в секрете, пока не решил ее задокументировать. Он очень любит, конечно же, фильмы «Звездные войны». Не менее сотни раз он просматривал его. И, конечно, вот таким образом решил выразить свою любовь к этому фильму. Ну и, конечно, еще удивило нас тот факт, что он сделал даже татуировки на своих руках и икрах. Он сказал, что увлекся «Звездными войнами» после просмотра первого фильма, который вышел в 1977 году. Ну, замечательная коллекция. Я думаю, это будет, наверное, передаваться из поколения в поколение, и его уже дети и внуки просто продолжат дополнять эту коллекцию. Ну и, конечно, потом это может стать и достоянием всего Дубая. Продолжая тему коллекционеров, сегодня в нашей рубрике «История вещей» мы вам расскажем о фарфоровой статуэтке 50-х годов, которая сейчас стала ценной фигуркой для коллекционеров. Возможно, и у вас в серванте стоит именно такая. Сегодня я вам хочу рассказать про данную статуэтку. Это фарфоровая статуэтка, называется она «Девочка с лыжами», лыжница. Она была изготовлена в 50-х, 60-х годах Ленинградским фарфоровым заводом. Эта статуэтка была выпущена серия «Счастливое детство». Вот. Их уже не выпускают. Вот. Данная статуэтка интересна тем, что она была в фильме «Москва слезам не верит», в одном из кадров. Вот. Очень красивая статуэтка. Скульптор ее Столбова, художник Лупанова. Эта статуэтка нечастая. Цена на аукционах ее доходит от 5 до 7 тысяч рублей. Действительно, эксклюзивная фигурка, можно сказать, уже со своей историей. Ну а мы продолжаем наш выпуск, и сейчас настало время рассказать уже об истории людей. В рубрике «Столетие ЯССР» мы сегодня расскажем про подвиг якутянина, который ценой своей собственной жизни защитил не только честь страны, но и спас людей. Доброе утро! Федор Кузьмич Попов – первый из якутян, получивший в Великой Отечественной войне звание Героя Советского Союза. Родился он 8 декабря 1921 года в Мегино-Кангаласском улусе. Получив начальное образование в школе, он устраивается работать в колхоз и уже в 19 лет становится начальником полеводческой бригады колхоза «Октябрь» с 41 по 42 годы. 40-й и 41-й были засушливыми, но бригада все равно выполняла план. И при этом всю зиму Попов посещал курсы всеобщего военного обучения. Летом 42-го года его призвали. Он прошел обучение на лыжника-автоматчика и был зачислен в 81-ю стрелковую дивизию 467-го полка 3-й роты в качестве рядового. Именно в составе этого подразделения 3 октября 1943 года Федор Кузьмич совершил свой подвиг, описанный в наградном листе. В наступательных боях части против немецких захватчиков, а в особенности при форсировании реки Днепр, товарищ Попов проявил себя смелым, решительным и отважным бойцом. Противник, укрепившись на выгодном рубеже, сильным артиллерийско-минометным огнем и бомбардировкой авиации, не давал никакой возможности переправиться нашим подразделениям на правый берег реки Днепр в районе западнее местечка Любич, Любичского района Черниговской области. Товарищ Попов, презирая смерть, одним из первых бросился в воду и вплавь перебрался на правый берег реки Днепр. Первым вскочил в траншеи противника, огнем своего оружия и в рукопашной схватке истребил 23 солдата и офицера противника, захватил ручной пулемет противника. Товарищ Попов, видя, что его рота переправляется, открыл ураганный огонь по контратакующей пехоте, дав возможность переправиться на правый берег реки своей роте.
Противник в течение дня 3 октября 1943 года 9 раз численно превосходящими силами под прикрытием артиллерии и авиации бросался в контратаки на наши переправившиеся подразделения. И, когда создалась угроза окружения противником, товарищ Попов, быстро изменив свою огневую позицию, с автоматом и захваченным у противника ручным пулеметом пробрался во фланг контратакующей пехоте и огнем автомата и ручного пулемета отразил контратаку, нанес противнику значительные потери, истребив до 50 солдат и офицеров противника, тем самым способствовав переправе на правый берег реки Днепр нашим подразделениям. Товарищ Попов достоин правительственной награды, звания Героя Советского Союза. К сожалению, спустя 8 дней после подвига товарищ Попов был тяжело ранен. Товарищ Попов достоин правительственной награды, звания Героя Советского Союза. К сожалению, спустя 8 дней после подвига, 11 октября, товарищ Попов был тяжело ранен. Спустя еще 2 дня, 13 октября, он скончался в расположении медико-санитарного батальона. Звание Героя Советского Союза было ему присвоено в январе 1944 года. Мы гордимся подвигами наших якутян и, конечно, слава тем, кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны. Но и движемся далее, переходим уже к миру, так сказать, животных. Мы очень любим обсуждать эту тему в утренней программе, миру растениеводства. Мы обсуждаем очень часто, обсуждаем животноводство, и действительно без этого никак. Так, например, обнаружен исчезнувший вид птиц. Их не видели около 140 лет. Ученые радовались этому событию как дети, когда увидели результат своей работы. Они засняли его на видео. Напомним, что черношейный фазановый голубь долгое время считался исчезнувшим видом птиц. Последний раз ученые видели подобную особь в 1882 году. Эти птицы обитают только на острове Фергюсон, недалеко от Папуа-Новая Гвинея. В сентябре 2022 года группа орнитологов договорилась с местными властями, и они смогли установить множество скрытых камер на территории побережья. Результат мы видим сейчас. Им удалось поймать и заснять на видео черношейного фазанового голубя. Ученые отмечают, что они пытались найти еще его в 2019 году, но тогда ничего не получилось. Съемки длились почти месяц подряд. Всего за 2 дня до того, как исследователи хотели покинуть остров, орнитологи просматривали кадры с камер и были приятно удивлены, что все-таки увидели ту самую птицу. Продолжая эту тему, я хочу сказать вам, что у нас сегодня в студии очень интересный гость. Это Борис Борисов, он является старшим научным сотрудником и кандидатом биологических наук Института биологии и криолитозоны. Борис Захарович, доброе утро. Доброе утро. Ну вот, если честно, вчера, готовясь к нашему эфиру, да, я пыталась все-таки немножко понять, на какую тему мы будем с вами сегодня говорить. А тема-то не очень проста, тем более, для меня и для зрителя тоже, да. Тема звучит следующим образом. Это моделирование ареалов млекопитающих, да. Вот просто для наших телезрителей, простым языком, что же это такое, над чем вы работаете? Вы понимаете, что сейчас у нас все компьютеризируется, да? То есть все проходит через компьютеры, и тоже моделирование – это моделирование на компьютерах. Вот простой пример приведу. Вот все представляете себе тетрадку в клеточку, да? То есть у вас листок клеточки разлинованный на квадратики. Вот эти квадратики есть так называемые растры, да? Ячеечки, которые мы на фотографиях называем пикселями, да? И они каждый имеет циферку. Представим, что, например, этот листок квадрата у нас показывает рельеф. То есть в каждом квадратике у нас записана цифра, которая показывает высоту над уровнем моря. Да? И мы знаем, что, например, наш баран снежный живет на высоте от 700 до 1500 метров над уровнем моря. И то есть мы все те квадратики от 700 до 1500 выделяем, и у нас получается ареал. То есть простой пример, как считает компьютер. Да? То есть там более сложные модели, более сложные данные, но все это у нас проходит через цифры, все это высчитывает компьютер, специальные программы, и мы получаем такую довольно-таки очень точную модель ареала животного или растения на поверхности Земли.
Да? Не как раньше. То есть раньше рисовали, как, например, животные нашли здесь, здесь. И все это очень широким так кистью махнули, да? Да. У нас получился ареал. А на самом деле ареал как вот мои пальцы, да? То есть он как-то вот так сложно проходит, местами его нет, местами он есть, да? И вот как раз этим я и занимаюсь. Ну, а логичный вопрос, какая основная цель этого проекта, вот, моделирования? Ну, понятно, для того, чтобы, наверное, контролировать популяцию, да, возможно, животных, да, или иметь общее представление, да, о конкретной местности и фауне в ней. Вот то, что вы сказали, это как раз тоже является всем тем, чем мы как раз итогом занимаемся. Вот, то есть точный ареал – это очень важная вещь, потому что если мы знаем, где живет растение или какое-то животное, мы можем многое понять, включая самое главное, конечно, это охрана природы, потому что охраняемые виды животных, растений – это первые, как сказать, кандидаты на моделирование, да? И, ну, вообще, это, так сказать, сейчас очень, не просто что модно, да, это очень просто точный ареал, он всегда нужен, потому что это знание о животном или о растении. А учитываете ли вы климат при этом моделировании, да, и как-то, может, отмечаете это в программе, ну и, соответственно, как он влияет на тот самый ареал животных? Обязательно, потому что это тоже как бы у нас есть такие климатические растровые карты, которые мы как бы скачиваем с определенных ресурсов. Там вот все знаете, что у нас за последние 70 лет изюбр широко распространяется, да, вот как бы его в Центральной Якутии не было, сейчас появился, сейчас стал обычным видом. И мы провели моделирование, и там выяснилось, что вот как раз изюбр, у него граница это минус 37 градусов зимой, да, и глубина снега не выше 50 сантиметров. То есть вот что его сдерживает, понимаете, такие климатические факторы. И как раз вот говорю, вот на этом и основано моделирование, которое дает такие знания. Вот такие точные результаты мы можем получить даже, да? Как точно. Здорово. А тогда вопрос, а у нас смогут ли жить, допустим, тигры, возможно, какие-то кабаны? Но если мы будем все вот это моделировать и как-то все иметь точные значения климата, там, того самого ареала животных. Есть возможность? Хороший вопрос. Я пока не проводил моделирование ни кабана, ни тигра, да? Но у нас были же вот как бы слухи о том, что в районе Нерюнгри видели и кабанов, а тигры уже, второй тигр уже зашел, да? Одного убили, он уже в музее стоит, вот, второй заходил. Точно установлен, тем более на человека он напал. Ну, кабаны, тигры, я не знаю, наверняка они точно не выживут, но это интересный вопрос, и мы сделаем модели. Но вот такой факт, как бы не факт, а объект, как бизон, да, которого сейчас активно акклиматизируют. И я провел моделирование, вот сейчас уже подготовил статью, правда, как бы отправил в американский журнал, но как началась у нас СВО, короче, там уже обрубили это дело, сейчас переделываю на русский язык для нашего журнала. Вот, по моим данным, как бы, ну, модель показала, что бизон не выживет просто. Не выживет? Не выживет. То есть наше Министерство охраны природы как бы занимается, ну, грубо говоря, не тем. А мы же так радовались тому известию, что уже стали размножаться, они выпустили их в одном улусе, да, в другом, и вот они живут и прижились, и мы уже думали, что совсем скоро они станут полноценными обитателями якутской тайги. Но моделирование показывает, что фактически 0% шанса на выживание бизона в Якутии. То есть это в ближайшие годы? Ну, я даже моделировал по изменению климата, который прогнозирует за потепление за 50 лет. Ну, взял модель климата, который показывает потепление климата за 50 лет, все равно он не выживает. У него там порог холодовой устойчивости тоже где-то около минус 30 градусов всего лишь. А если все-таки они перекочуют на другую территорию, да, возможно, другой улус, возможно, еще вы это тоже не отслеживаете? То есть вы же берете конкретный участок? Ну вот остатки, находки костей бизона времен Голоцена. То есть Голоцен — это когда вот плейстоцен закончился и начался как бы человеческий период, называемый Голоценом. Кости были найдены только в Западном Прибайкалье. И моя модель как раз тоже показала, что там маленький такой рефигиум, где может выжить бизон. Понимаете? А все остальные ближайшие места — это Приморье, получается. Приморье, это Алтай, и вот дальше уже там, начиная от Тюмени, короче, все как бы для него хорошо получается. А вот все остальное, это, честно говоря, для него холодновато. И даже вот опыт показывает, что вот бизонов несколько стад выпускали на природу, они все возвращались обратно.
он фактически, у него температурные как бы показания, как у нашей якутской лошади. То есть она как бы выживает зимой, но если ее не подкармливать, она гибнет, потому что как раз вот холод-то переживает, но все проблемы в кормах, потому что добывается, как бы, когда добывается в холодный период корм, тратится много энергии. И именно вот этот баланс, по этому балансу бизон не проходит тоже. Вообще, вы как вот ученый, да, который работает уже много лет, да, вот на данный момент климат, да, вот все-таки мы все время говорим о том, да, что потепление, глобальное потепление, да, у нас настолько сильно отличается от тех самых времен, когда были мамонты, да? Я вот проводил года уже 4 назад исследование как бы по заказу Академии наук нашей. Тоже сравнивал климат плейстоцена и современности, и как раз я пошел от другого, то есть вот от чего, чем я занимаюсь, то есть от ареалов животных. Мы не знаем экологии ни мамонта, ни шерстистого носорога, они все вымерли, да? Но ихние современники, которые живут сейчас, это бизоны и сайгаки. Как раз провел моделирование ареалов бизонов и сайгаков, и получилось, что во времена плейстоцена был очень теплый климат, вообще очень теплый климат. И схожий на наш сейчас? Нет, совершенно не похожий, потому что если вот я говорил, что бизон у нас вообще выжить не может, то в те времена бизон жил, ну, где у нас сейчас тундра, Тикси, да, бизоны жили. И получается, что климат был совершенно другой, намного теплее. И, то есть, если мы сейчас возродим мамонта, мамонт в Якутии не выживет. Опять же не выживет. Не выживет. То есть такие у вас очень прогнозы, да? Вот видите, ну вот это и есть, да, работа ученых, да? Мы же все прогнозируем, мы же все сравниваем, да? То есть и мне свойственно верить все-таки вашим вот таким умозаключениям, да? Холодно у нас, очень холодно. Холодно. А могут ли простые люди как-то принять участие в ваших, да, вот исследованиях, да, допустим, в изучении ареалов животных Якутии? Вот как-то принять участие можно? Ну, допустим, живу я в отдаленном Улусе, да? Может быть, я какие-то данные могу предоставлять там? Мы ждем этих данных. Как раз вот сейчас под руководством нашего директора Иннокентия Михайловича Хлопкова мы создаем специальный сервис, на котором все желающие могут отметить, где они встретили определенное животное из Якутии. То есть будет там как бы специальная карта, где они могут это отметить, забить данные, как они увидели следы животных, там, разместить свою фотографию, как бы там указать точный вид. Мы ждем этих данных, как бы, и мы вот в настоящее время у нас активно продвигается, как бы, ну, вот то, что я сижу здесь, да, как бы работа нашего института вообще в массы, да, чем мы занимаемся. И мы как бы проинформируем население как раз об этом сайте, об этой базе данных, и мы ждем этих данных, потому что вот чем больше точек встреч, тем точнее получается модели ареалов. А сами понимаете, у нас Якутия 3 миллиона 100 тысяч квадратных километров, и нас, ученых, всего 200 человек в институте работает, и сами понимаете, что мы такую территорию просто осилить не сможем. И помощью наших охотоведов, любителей природы, учителей биологии, школьников, да, студентов, мы сможем расширить эту нашу базу данных, сделать более точные ареалы и получить очень как бы новые знания, которые сейчас вот как бы я рассказал. Спасибо большое, Борис, что посетили наш утренний эфир. И мы, конечно, ждем ту самую программу, ту самую, над которой работаете, чтобы именно зрители, допустим, мы могли, допустим, обратиться в прямом эфире к зрителям и сказать: уважаемые телезрители, пожалуйста, обратите внимание на растения, да, которые сегодня прорастают у вас, да, там рядом с домом, возможно, да, и, соответственно, они перешлют эту информацию вам, да, и вы уже это будете все в одну большую единую систему, программу забивать, и тем самым это поможет моделированию ареалов и млекопитающих, и растений, и мы будем иметь полную картину того, насколько богата наша Якутия и животным миром, и растениями. Да. Спасибо большое. Спасибо. Всего вам самого наилучшего и хорошего рабочего дня. Спасибо. А мы передаем слово нашей коллеге Надежде Саханской и узнаем, какие же новости произошли у нас в республике и за ее пределами. Доброе утро, Якутия! Мы продолжаем освещать самые заметные события.
Якутопторг на данный момент является единственным государственным предприятием, осуществляющим завоз социально значимых продуктов питания, в том числе расширенного перечня. Компания занимается круглогодичным завозом социально значимых товаров. Для осуществления планомерного завоза с учетом сезонной доступности предприятие использует 3 вида транспорта – автомобильный, авиационный и с использованием собственного флота. Так, до конца года ожидается 25 рейсов для поставки продуктов в северные части республики. В этом году у нас впервые мы заключили договор на перевозку самолетом Ан-12, грузоподъемность которого составляет от 11,5 до 14,5 тонны. Вот до конца года у нас осталось 25 рейсов, из них 7 рейсов у нас должны осуществиться самолетом Ан-12. Это 2 рейса в поселок Стикси, 4 рейса в город Среднеколымск и через Чукотский автономный округ мы отправляем в поселок Чешский. 61 двор полностью благоустроили в городском округе. Еще 14 объектов будут сданы на следующей неделе по программе «1000 дворов» на Дальнем Востоке. Представители окружной администрации и застройщик встретились с жильцами домов по улице Дзержинского, 40/3 и Федора Попова, 16/3. Сдали объекты и обсудили проведенную работу. На все дворы дается гарантия 3 года. В этом году объем федеральных средств, предусмотренных на реализацию проекта в Якутии, составляет более 840 миллионов рублей. Напомню, что в целом по республике в этом году благоустроено более 120 дворовых территорий, из них 75 в Якутске и 49 в районах республики, в том числе и в арктических. Мы работаем в рамках консолидированного бюджета, это и муниципальный, и республиканский, и федеральный бюджет в рамках программы «1000 дворов». По всем дворовым территориям у нас действуют гарантийные обязательства. Обязательно муниципальный заказчик в лице главстроя эту работу будет с подрядчиками проводить. Поэтому совершенно смело можно сказать, что если на следующий год будут выявлены какие-то мелкие или, может быть, даже если крупные недочеты, они в рамках гарантийных обязательств будут обязательно устранены. Ученые Якутии выбрали новое руководство Академии наук Республики. Процедура выдвижения кандидатов на пост президента Академии проходила с конца сентября текущего года. Каждый из 5 объединенных ученых совета при Академии наук Республики выдвинул кандидатуру Леонида Владимирова. По результатам голосования 56 избирателей поддержали Леонида Николаевича, и он назначен президентом Академии наук Республики. 25 достопримечательностей Ленска уместили на метровом листе бумаги. В историко-краеведческом музее представили раскраску, которую придумала Елена Платонова, сотрудник музея. А изобразил раскраску Владимир Балаев, местный художник. Ленчанам показали видеопрезентацию с достопримечательностями города и напомнили их историю. Тираж раскраски 300 штук. Часть экземпляров подарят детским садам в преддверии Нового года. Остальные останутся в музее, чтобы дарить посетителям на мероприятиях. Обычно все представляют раскраску формат альбомного листа. Я сама раскрашивала в детстве такие рисунки, мои дети. А сейчас, когда я взрослая, я далека уже от раскраски, но однажды я увидела нестандартный формат и подумала, что в такой размер, наверное, вместится весь Ленск. Мы задумались с коллегами, а что мы могли бы там изобразить. То есть не просто жилые дома, а какие памятники. То есть мы составляли списки, мы обсуждали, какие объекты там будут. Мы предпочтение отдали различным символам, историческим местам, памятникам города. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Спасибо большое, Надежда. Ну а мы переносимся в город Алдан. Там в новом физкультурно-оздоровительном комплексе скоро начнутся тренировки по шорт-треку. На днях в город прибудет тренер. В настоящее время полноценные тренировки проходят у хоккеистов. Встать на коньки могут все желающие. К слову, желающих там очень много. В этом убедились наши коллеги. У хоккеистов, воспитанников детско-юношеской спортивной школы Алдана, очередная тренировка. Поддерживаемая в зале температура минус 12 градусов. Для катания на льду установки оптимальные, а покрытие арены гладкое и ровное. Тренировка хорошая, лед тоже качественный. Нравится, тепло, все качественно сделано. Вот наконец-то начались теплые тренировки. Будем полноценно заниматься. Надеемся на выход в новый уровень хоккея.
Теперь юные хоккеисты и конькобежцы приходят в новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Ледовый дворец дал возможность ребятам полноценно заниматься. Ранее в холодное время года тренировки проходили на открытой площадке. Так, в минувшем сезоне, ввиду погодных условий, выйти на каток спортсменам удалось только 6 раз. Раньше, конечно, таких возможностей не было. Тренировки проводились очень редко из-за температурного режима на улице, также из-за обильного выпадания снега. Но сейчас комфортно, тепло, тренировки проходят каждый день. Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс в Алдане был построен по программе «Газпром детям». Торжественная церемония открытия состоялась 2 недели назад. Крытый каток сразу стал любимым местом отдыха не только спортсменов, но и жителей. В часы массовых посещений покататься на коньках могут все желающие. Вот за субботу-воскресенье у нас было 700 человек примерно посетили нас. Но в дальнейшем мы планируем основное действие вести тренировки по хоккею. Ну, шорт-трек на втором месте и фигурное катание. Но на первом месте хоккей. Алдан считается столицей зимних видов спорта. Забавы на льду и на снегу популярны как среди взрослых, так и среди детей. Появление нового спортивного объекта даст мощный стимул к развитию существующих и появлению новых зимних видов спорта. В настоящее время решается вопрос с тренерами. Уже на этой неделе к нам приедет первый тренер по шорт-треку иногородний. Ну и до конца года мы планируем пригласить еще 2 тренеров по хоккею. Наряду с организационными и кадровыми нюансами планируется приобретение дополнительного инвентаря, а также спортивной формы. В перспективе в Алданском физкультурно-оздоровительном комплексе будут проводиться соревнования различного уровня. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Середина последней полной недели ноября, и сегодня та самая среда, ну а на следующей неделе уже будет декабрь. И главное событие республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» – это зажжение новогодней елки на площади Ленина в Якутске, которое состоится 1 декабря. 2 зимних волшебника – властелин холода Чисхан и Дед Мороз – передадут из рук в руки символ холода и приедут в Якутск, чтобы зажечь огни на елке, впуская зиму в нашу страну. Церемония начнется в 16:00. Это мероприятие обязательно покажут на телеканалах НВК «Саха» и «Якутия-24». Напомним, что с 28 ноября по 4 декабря в республике пройдет всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии». В его рамках состоятся различные выставки, конкурсы для детей, гастрономический фестиваль и концерты. Вот на такой праздничной, новогодней уже практически ноте наш эфир подходит к концу. Мы увидимся с вами в это же время на телеканале Якутия-24 НВК «Саха» уже завтра.